Добрый день. А вы с этого дома, да? Да. А вы можете подсказать, вот у вас мешки с мусором, мы знаем, что они тут уже несколько недель. Все никак не вывезут, не знаю, что, пока ветер не раздует. У нас дом управления номер 19 работает прекрасно. Ну, у них сломался, как это, вывозить трактор, что ли, называется. Ну, сломался он. Просто они последний раз вон довезли, там все убрали, и, ну, авария. Они предупредили, что, ну, только после праздника, говорят, отдадим в ремонт. Традиционные субботники вызвали определенный резонанс в социальных сетях. Речь идет о вывозе мусора после уборки. Должен ли этим заниматься региональный оператор в рамках установленного тарифа или за это необходимо платить отдельно? Попытаемся разобраться. В эфире программы «Генеральная уборка». Здравствуйте. Песни военных лет, солдатская каша и важная миссия – очистить от мусора Непейцевский дендропарк в Уфе, памятник природы республиканского значения. Но чисто тут не везде. Часто сюда вывозят строительный и бытовой мусор, жгут костры. Почему в майские выходные вы решили выйти на субботник? Потому что Непейцевский дендропарк очень важный объект для меня. Не только природный, но и памятник истории и культуры. Это наш город, который, кто если не мы? Выхожу каждый день 2 раза, где-то 7-8 километров по этим тропинкам. Приятно, когда чистота. Когда видишь вот эту вот грязь, этот весь мусор, даже как-то расстраиваешься. Люди, когда убирают, то они потом меньше мусорят. То есть на самом деле все зависит от нас. В этом месте, конечно, не должно быть свалки, поэтому мы здесь и стараемся исправлять ситуацию. Представители Минэкологии, которые были в числе организаторов мероприятия по уборке Непейцевского дендропарка в Уфе, отмечают, работа по субботникам должна начинаться задолго до их проведения. Муниципалитет должен запланировать свои субботники, которые они проводят вместе, в том числе с общественными организациями, как сегодня, и заранее планировать у себя в бюджете вывоз вот этих отходов силами муниципального транспорта или региональными операторами. Если силами рекоператора, что для этого нужно сделать? Муниципалитет должен заранее заключить с ними договор на вывоз вот этих отходов. Инициаторы акции «Генеральная уборка» в Непейцевском дендропарке о вывозе мусора подумали заблаговременно. За пару часов работы удалось собрать 40 кубов отходов. Все вывез региональный оператор спецавтохозяйства по уборке города. С помощью специальной дробилки засохшие ветки деревьев превращаются в щепки. Так, в деревне Бурцево Уфимского района частично решают проблему вывоза мусора после субботников. Частично, потому что даже несмотря на такие меры, контейнерные площадки переполнены. Уважаемые наши жители начали приводить в порядок свои приусадебные участки, свои дворовые территории. После этого началась такая проблема. Все везут на площадку ТКО. Будем пригонять технику и машину, будем вывозить. Порой объемы мусора после субботников такие, что муниципальная техника с ними не справляется. Жители жалуются на это. Аргумент у них железный. Квитанции оплачиваются каждый месяц. Значит, на контейнерных площадках должен быть порядок. Но есть другая сторона вопроса. Ветки и ботва – не твердые коммунальные отходы. В квитанции оплата за них не входит. Жители за это не платят. Сезонность перенакопления отходов мы наблюдаем ежегодно. Каждый год мы предупреждаем муниципальное образование о том, что нужно обязательно заключить договор с региональным оператором на вывоз коммунальных отходов, которые не относятся к твердым коммунальным отходам. Но, между нами говоря, активности администрации муниципальных районов мы не видим. Так, Киргиз-Маяки, улица Корнеева, 3. Такого характера мусор. Кирлян, Белорецкий район, улица Первомайская, дом 10, площадка забита травой полностью. И таких видео в арсенале региональных операторов десятки. Собранные отходы часто оказываются на контейнерных площадках, которые предназначены для вывоза твердых коммунальных отходов, а не листвы и веток.
Начиная с апреля нам поступают жалобы от перевозчиков на завалы отходами растениеводства контейнерных площадок в зоне тех муниципалитетов, которые по сей день не организовали работу по вывозу отходов от субботников. Опасения по-прежнему вызывает и действия, вернее, бездействие управляющих компаний ТСЖ и ТСН. В зоне деятельности регоператора «Экосити» более 100 организаций, обслуживающих многоквартирные дома, но только 4 из них заключили договор с регоператором на вывоз отходов от субботников. В зоне обслуживания другого регионального оператора, который работает на территории Башкортостана, Дюртюли Мелиоводстроя, 3 города и 12 районов. Из них договоры на вывоз мусора после субботников заключила только половина. При этом отходы после уборки есть везде. Бывает по-разному. Если договор на вывоз субботников заключен, то мы вывозим по заявкам потребителей. То есть это бывает либо с контейнерных площадок, либо с тех мест, непосредственно, где сам мусор собирается. Бывают другие ситуации, когда мусор складируется непосредственно только на контейнерных площадках. По просьбе сельских поселений мы это вывозим, либо сельские поселения самостоятельно вывозят это своими силами. Но бывают ситуации сложнее, когда ввиду того, что потребители не все информированы, что отходы после субботников не относятся к твердокоммунальным отходам, их складируют вперемешку с крупногабаритными отходами. Здесь образовываются сложности такие, как приехав на площадку, невозможно просто стоять и отсортировывать эти отходы. В данном случае техника, которая приезжает за вывозом крупногабаритных отходов, погружает все в себя и увозит данные отходы на полигон. Город Янаул с приходом тепла тоже активно подключился к наведению порядка в общественных местах и на придомовых территориях. Жители уже традиционно вышли на субботники. Приятно, когда кругом все чисто, уютно, комфортно для всех, наверное, окружающих. Особенно, когда если ходишь с детьми, которые... Вот у меня раз маленький ребенок все подбирает в рот, а тут как бы вот, уже знаешь, что это все будет чисто кругом. Настроение огонь, как видите, у всех. Все болтаем, разговариваем, работаем, трудимся. Все мимо не проходит, как говорится. Янаул из тех городов, который заключил договор с региональным оператором на вывоз мусора после субботников. Для удешевления процесса мешки с отходами после уборки до полигона довозит муниципальная коммунальная техника. По такому же пути пошел и город Салават. Он в зоне деятельности другого рекоператора «Экосити». С конца марта здесь началась акция «Чистая пятница», в рамках которой коллективы предприятий и организаций наводят порядок на улицах города и общественных пространствах. Такие уборки планируют проводить до середины октября. Смет, листва, которая образуется, собирается в мешки и по отдельно заключенному договору с полигоном регионального оператора вывозится на этот полигон. Вывозим собственными силами муниципального бюджетного предприятия. Для нас это дешевле. На сегодняшний день мусор практически везде вывезен, но остаются еще места, где он складирован. И в тех дворах, где управляющие компании самостоятельно его еще не вывезли, такой мусор вывозится силами муниципалитета. Это тоже вариант, когда муниципальное образование самостоятельно вывозит мусор после уборки города. Главное – делать это вовремя и качественно. В Заурале, в городе Баймаке, проблемы с вывозом мусора после субботников не возникает. Процесс давно отлажен. Здесь не заключали дополнительный договор с рекоператором. У нас работа организована так, что после субботников весь этот мусор вывозится муниципальным бюджетным учреждением Баймакское коммунальное хозяйство. Эта работа внесена в муниципальные задания данного предприятия. Отдельным договором у нас перевозчик ОРСУ обслуживает контейнерные площадки и прилегающую территорию контейнерных площадок в радиусе 50 метров. И также за отдельную оплату они же вывозят крупногабаритные отходы. Очень много обрезок деревьев. Мы знаем, что эти обрезки не входят в ТКО, поэтому здесь уже по ИЖС работает бюджетное предприятие Баймакское коммунальное хозяйство. Специально они вывозят. А в придомовых территориях это уже закреплена, эта работа за управляющей компанией.
Тем временем в правительстве Башкортостана продолжают проходить оперативные совещания, на которых обсуждают самые острые вопросы мусорной реформы. На последнем поднималась и тема вывоза мусора после субботников. Здесь есть сложности, с которыми сталкиваются районы, потому что вывозить дополнительно мусор, это дополнительно за него платить, это нужны дополнительные машины. Но в данном случае здесь у нас Туймазинский район попал в наше поле зрения. Вот жители пишут, что уже неделю мусор вот так вот, потому что субботники были и раньше. Но в данном случае здесь вывезут, и даже не в этом дело, не в Туймазинском районе, а в принципе организации работы по вывозу мусора после субботников. Если мы убираем территорию, но потом мусор лежит долгое время не вывезенный и так далее, это, конечно, существенно девальвирует результат субботника и в целом наших усилий. Поэтому здесь четкость вывоза мусора после субботников должна быть отработана. Механизм вывоза мусора после субботников предполагает два пути. Муниципалитеты заключают договоры с региональным оператором или организацией, которая занимается вывозом отходов, либо справляются собственными силами. В противном случае за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды предусмотрен административный штраф от 10 до 30 тысяч рублей на должностных лиц, от 100 до 250 тысяч рублей на юридических. Главное при этом, чтобы не страдали люди. Субботник – организованный бесплатный труд во благо общества в свободное от работы время в выходные. Такое определение слова дает Википедия. Люди добровольно из лучших побуждений вооружаются граблями, лопатами, мешками, чтобы сделать этот мир чище. Поэтому, конечно, важно, чтобы после уборки не получилась несанкционированная свалка. На сегодня все. Увидимся.